Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня погода хорошая, прохладная, минус 18. Ветра нет, солнышко есть, даже глаза невозможно открывать. Везде белом-бело. Вот в огороде какая красота. Все саженцы одели белую шубу. Вот они какие красавицы стоят. Вот какая красота. Здесь у меня курочки. Он петушок, золотой гребешок. Здесь им тепло, теплой воды я им каждый день даю. Они перестали нестись, пока отдыхают. В день одно яйцо только могу брать. Где-то месяц отдохнут, потом я им дам витамины. Петя, что не здороваешься? Ух ты! Петя! Петушок! Золотой гребешок! Подписчиками моими поздоровайся. Ой, зазнался, задом даже встал. Хулиган. Ох ты, хулиган. Ну ладно. Машенька, привет. Ест еще, ест. Ест. У них обед. Кушают они овес. Теплой воды я им вынесла. Они попили. Сейчас лишнее уберу, а то замерзнет. Сено я им положила. Кушают. А вот уже маленькая как выросла. Расту. Красота. Вишни белые-белые. У каждой природы своя красота. Добрый день, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Сегодня мы будем готовить самсу из вкусного слоеного теста. Я уроки все сделал. Вот сейчас помогаю мамочке. Вот какой ты у меня молодец. Задание отправил учительнице? Да. Ты пока нарежешь Картошку. Ага. Кирилл будет готовить картошку, а я буду слоеное тесто делать. Я беру пол-литра воды, можно комнатной температуры, можно прохладно, только не теплые. Туда я кладу 5 столовых ложки сливочного масла. Чайной ложки соли и замешиваем тесто. Ни яичек, ничего не надо. Все. Картошка нарезана. Угу. А ты можешь открыть? Контейнер? Угу. Ну, сейчас разберусь. Открыл. Высыпаем ее в миску. Следующее. Пока все. Сейчас замешиваем тесто. Это положи туда раковину. Или сполосни. Иди сразу сполосни. Будет хорошо. Тесто не должно быть совсем крутое, как на домашнюю лапшу. Пока убираем. Сейчас мы
кладем все нужные ингредиенты. Угу. Что мы кладем? Первое, что мы кладем, я думаю, картошка. Клади. Звук. Второе, наверное, лук. Третье, морковь. Угу. И тыква. Тыкву любишь, да? Ну, не особо. Не особо, но Надо есть само-то. полезно, да? Да. Еще что у нас осталось? Еще что делаем? Посолим. Посолим. Чуть меньше столовой ложки соли. Клади, клади. Все клади. Поперчим. Приправы, кому какие нравятся, кладем. Ты любишь приправы? Да, да, да. Очень вкусно. Чуть-чуть сливочное масло нальем. Где-то 5 столовые ложки. И все это перемешиваем. Угу. Вот так буду учиться. Для кого будешь готовить? Когда вырасту, буду готовить для всех. Когда женюсь, для семьи. Да, а когда ты женишься? Но это вопрос времени. Вопрос времени. У тебя невеста есть? Нет? Вот все, у нас все готово. Запах какой у нас? Ароматный. Ароматный. Вкусный, да? Да. Все. А теперь что будем делать? Сейчас мы будем раскатывать тесто. Вот это тесто я разделю на 3 части. Ну, положи пока туда. Ага, и накрой. Теперь будем раскатывать тесто, как на лапшу. Вот так будешь учиться. Да. Раскатаем тонко-тонко, как на домашнюю лапшу. Муку надо сыпать вот так, чтобы Это не я прилипло. знаю, да, да, да. Знаешь, Конечно. а ты мне поможешь делать самсу? Да. А ты руки помыл? Перед роликом еще. Молодец. А молитву почитал? Это обязательно. Ты же у меня в мечеть ходил 1 год. К чему тебе там учили? Перед тем, как что-нибудь делаешь, надо, например, говорить «Бисмилляхи рахмани рахим». Угу, Надо слушаться родителей, угу. не совершать грехи, изучали буквы арабские, учили читать по-арабски. А еще на 2 класс не хочешь ты туда? Пандемия же. Ну да, а то ходил бы, да? Да. Там у меня комментарий опускай в компьютере, Ладно. потом я тебя позову. Ага. Ладно. Сейчас мы будем готовить самсу. Научила меня готовить самсу из слоеного теста моя подружка Флора. Она жила в Узбекистане, у нее очень хорошо получается и очень вкусно все готовит она. И плов у нее вкусный, все у нее вкусно получается. Она мне говорит, что у меня вкусно получается. Вот мы с ней друг друга хвалим. В вчерашнем влоге многие пишут мне, что бабушки должны платить за опекунство. Это, например, если мои дети оформят опекунство над моими внуками, им будут платить.
И как воспитатели будут считаться, и стаж идет. А бабушкам нет. Одна подписчица пишет, что на одну пенсию не прожили бы. Но я на одну пенсию и не жила. Вы сами знаете. Я опекунство оформила над внуками. Я работала на рынке. У меня своя точка была. У меня остались сбережения. Вот на эти я и жила. Потом еще устроилась в пекарню. А как заболел муж, уже с ним плохо стало. Я уже не стала работать. Потом вирус пошел, пандемия. Мне все-таки 60 лет. Да и дети сказали, хватит тебе работать, сиди дома. Ну, вы знаете, сейчас мало ли, много ли я зарабатываю в Ютубе. Не знаю, до какого времени буду работать. Наверное, как надоест. Конечно, много времени отнимает. Иногда мне кажется, что когда я работала в пекарне, мне лучше было. Там определенное время работаешь, приходишь домой и домашние дела сделаешь. А тут круглосуточная работа. Влог снимаешь, готовишься, потом монтируешь, выпускаешь, на комментарии отвечаешь. Что-то, если кто-то пишет плохо, переживаешь. Вот так. А там поработала, пришла дома, доделала все дела и спи, спокойно отдыхай. А сейчас вот у меня растопленное сливочное масло есть. Сейчас мы размажем по тесту. Вот сливочное масло мы сейчас размажем по тесту. Выпустил, да, комментарий? Молодец. Вот так все смазала сливочным маслом. Я не стала кисточкой мазать. У нас все руками. Это я в деревне живу. Руки мыты. Ничего страшного. Вот так тонко-притонко мы раскатали тесто, смазали маслом сливочным, полежало 5 минут, пропиталось тесто маслом, И теперь вот так тонко-тонко начинаем заворачиваем. заворачивать. Катать вот. Давай потихоньку делай вот. Плотненько, плотненько. Давай. Давай, давай. Плотненько, плотненько. И плотненько, плотненько вот так заворачиваем сейчас. Трубочки. Когда я старая буду, не смогу готовить, ты мне будешь готовить вот так? Кормить меня будешь? Конечно, Да? да. А я тебе не смогу помогать, я буду старая. Научусь и буду кормить. Кормить будешь из ложки? Да. А если кушать я не смогу? Зубов у меня не будет. Буду делать напитки. Из еды буду делать напитки. И будет получаться такой напиток, который можно будет пить и есть одновременно. Как Да. йогурт. Как йогурт? Да. М. Берем второй кусок теста и начинаем тоже раскатывать прям как лапшу. Тоненько-тоненько. Угу. Теперь эту трубочку возьмем. Кладем сюда. Еще раз. Заворачиваем в трубочку. Вот уже трубочку. Угу. Вот такую трубочку сделали. Отправляем туда же, пусть отдыхает. Это у нас третья лепешка большая. Также смазываем маслом. Если у кого-то масла нет, то можно маргарином. Также вкусно получается. Опять даем 5 минут пропитаться. Начинки можно разные делать. Можно мясом, можно овощами. Любую можно. Можно с тыквой только. Кому с чем нравится, у кого что есть. Можно в выходные баловать семью свою. А у меня каждый день выходной. Сам пропиталась. Теперь перекладываем заново. Опять заворачиваем третью лепешку в эту же трубочку. Вот так осторожно заворачиваем. Угу.
Вот такая большая трубочка у нас получилась. Угу. Давай на 2 разделим. А то нам неудобно. Давай. Мы разделили напополам. Угу. Нарежу сейчас вот на ровные кусочки. Тесто не ставим ни в холодильник, ни отдыхать дальше. Вот на такие кусочки нарезали. Вот. Это уже надо было достать. Угу. Вот так нарезали. Сейчас переворачиваем. Вот так. И раскатываем. Просто на часах тут было показано, типа, уже. Всем привет. Нет, Забрала я из школы младшенького. 20 минут 6 он выходит из последнего урока. Уже темнеет. На улице уже 20 градусов. Машина показывает. Как у тебя в школе дела, Улам? Нормально. Нормально. Двойку мне принес. Нет. Почему? Я вместе коньки одевала бы на ноги, двойки твои, а ты мне двойки не несешь. А? Потому что я не двоечник. Молодец, ты у меня. Мне тут почему-то тесто не слепляется, или я слабо. Сильнее, сильнее давай. Сильнее. Да, все. Да, сильнее надо. Вот молодцы мои. Что я буду теперь делать, если все сами будете делать? А? Отдыхать. Отдыхать. А как я буду отдыхать? А? Лежать, отвечать на комментарии. Лежать и отвечать на комментарии. Я и так ночью отвечаю на комментарии. Но Потому вы что сможете и днем. и днем могу потом, да? Да. Ой, как хорошо бы было. Вот все. И мои мальчики тоже делать умеют. Сильно привлекли. Вот так, давай. Вот так. Сильнее вот так. Когда быстро не делаешь, уже высыхает тесто. Вот они у меня. Вот молодцы. Угу. Идите, покажите свои, вот, как вы делаете. Вот моя. Самса. Она. Нет, здесь. В камере. Поближе покажи. Вот у Влада самса. Ага. Вот, молодцы. Теперь руки моем. Умнички мои. И в духовку поставим. И духовку поставим, да. Сейчас самсушек поставим в духовку минут на 40 при температуре 180. У нас еще один рулетик есть. Пока снимать не будем. Я вам все показала. Но на этом я свой влог заканчиваю. Вы тоже мне подскажете, как вы делаете слоеное тесто. Я буду только рада. Сегодня 2 декабря. Влог мы выпускаем завтра утром. Теперь я научилась монтировать сама. Кирюша меня усердно учит, потому что у него уроков очень много. У меня осталось чуть-чуть научиться, а монтировать я уже научилась. Умею уже выкладывать видео. До следующих встреч!